А помните, я обещала вам, что привезу сюда, на Кипр, немного рождественского Таллина и не оставлю вас без таллинского рождественского вида, контента и всех предновогодних и предрождественских красот. Ну так вот, я поздравляю вас всех с Рождеством. Хейт Юла, хейт Рахулику Юла. И сегодня прямо вот отсюда я покажу вам нечто волшебное из Таллина. Здравствуйте, мои хорошие Тере, мои солнышки, друзья мои по ту сторону экрана. А мы сегодня с вами приехали в сказку. А сказка, знаете, предрождественская, но дорогая, но сказка. В общем, есть у нас один такой магазин, где все переливается, где все красота немыслимая. А называется он Шиши, прямо вот так и называется. И там всякие красивые товары для дома, всевозможные украшения. А сейчас, конечно же, все елочные украшения для дома. Вазы, композиции, искусственные цветы. В общем, это норвежско-эстонский бренд, созданный друзьями, двое из них флористы. И вообще-то сначала задумывалось, что они будут заниматься цветами и так далее. Но в общем и целом это переросло в нереальную красоту. Мы сейчас с вами посмотрим. Я быстренько так все хочу рассказать, пока мы зайдем с вами. 2 раза в год они готовят как бы коллекции к весенне-летнему сезону и к осенне-зимнему сезону. И сейчас как раз мы попадаем с вами на вот зимнюю коллекцию. Давайте посмотрим. Здесь обещаются сказка. Сказка будет во всем. И в красоте, в ценах тоже. Но есть один секрет, есть один лайфхак. Это я насчет дороговизны цен. О нем чуть позже, под конец видео. Вот так здесь все сверкает и переливается. Мы заходим. Заходи, Крастюша, заходи. Ой, боже мой, спасибо. Спасибо, камере вперед, да. И сразу мы в сказку, и сразу что-то нереальное нас с вами встречает. Волшебство. Я вам обещала волшебство. Получите, распишитесь. Это магазин с волшебными крутящимися елками. Вы не поверите, как много здесь машин на стоянке перед этим магазином. Все сюда, я не знаю, что в кассу я не вижу очереди, но здесь... Ой, ну давайте немножечко посмотрим с вами цены. Ну вот, например, елочка искусственная вся с лампочками 1400 евро. Все наши цены в евро. Мы из Эстонии. Ох, я уже сказала и подумала, потому что цены действительно фантастические. Но здесь скорее поднять себе рождественское настроение, полюбоваться всем этим, нежели, наверное, что-то покупать, да? Ну, хотя 9,90, 7,90 шарики. Вроде не кажется так убийственно-то уж с первого взгляда, правда? По 12, по 8. Понятно, что где-то в каком-то там магазине подешевле есть и все и по 3 евро, но мы с вами просто полюбуемся, что ли, я не знаю, настроение поднимем себе красотой этой блестящей. Ведь как раз Новый год, Рождество, вот это все сверкающее, это так все быстро кончится. И почему бы нам с вами вот немножечко не полюбоваться? Самое... От чего я удивилась, первое, когда зашла, огромное количество людей. Очень большое количество людей, стоянка заполнена вся. И второй плюс этого магазина, здесь не играет назойливая музыка. 17 евро, вот такая шишечка. Кристина, как тебе цены? Да, понимаю. Все дорого, но красиво, да. По 10 евро, по 12. Магазин довольно большой.
скажем так, даже очень большой. Сюда приходят, знаете, больше снимать, мне кажется. Снимать, поднимать себе настроение. Снимать на камеру, в смысле. Ну, потому что здесь есть на что полюбоваться. У меня уже настроение повысилось, а у вас? Если так прикрыть ценники, да, в общем-то, 9 евро, но 18, это как будто мятый шар. 14, 11 евро. Все наши цены в евро, мы из Эстонии, повторяю еще раз. Здесь все в красной палитре. По 6, по 5 есть даже шарики. Зеленые, бархатные. О, грибочки, конфетки. Птичка колибри 20 евро. А это, наверное, для каких-то особо огромных елок украшения. Вон какие банты. Для домов, наверное, учреждений каких-то, не знаю. Не только же домой, правильно? Смотрите, какие птички. Очень много иностранной речи слышу в этом магазине. Наверное, приезжают сюда просто тоже любоваться. А может, покупают в подарок. В подарок тоже же хорошо. По 8 евро шарики. Расписные вот эти, как хохлома, по 15. Щелкунчики. Елка, например, в Нигулистой церкви украшена как раз игрушками, елочными украшениями вот бренда Шиши. Прям такие Шиши. Всевозможные аксессуары. И вот так надо украшать елку. Ой, я бы не против. Вот это да. И елка сама прям такая натуральная на вид. Очень красивые игрушки. Вот эти красные, зеленые. Вам как, нравится? Напишите в комментариях мне. Какие интересные подставки для елки можно, по сути, сделать самой. Бочонок и вот так обклеить шишками. Шишками 29 вот такой. По-разному. Здесь, кстати, даже шишки продаются. А это не шишки, это какие-то как звездочки сушеные. И желудь. Здесь все это можно еще сделать самой. 32 евро. Вот такие шишечки на обычный пластиковый горшочек. И вся красота. Рождественская часть, а теперь, так сказать, повседневная. Здесь тоже, знаете, идеи для подарков неплохие. Всякие чаши 41 евро, 41 евро. Это вот из керамики сделано.
Очень много всяких идей. Это вот с дырочками, наверное, чтобы, знаете, цветы вставлять. В общем и целом, конечно, очень интересно. И здесь очень много домашних растений. Искусственных. Наверное, только искусственных. Вот этого я не знаю, или это уже живые. Ой, не отличишь. Нет, это все искусственные растения. И вот такие венки, веночки, панно как бы на стену. Всевозможные украшения, в общем, цветы. Это все искусственные орхидеи. Ну, знаете, влажные помещения там какие-то, не знаю, куда еще. Везде можно. Оформление каких-то залов там может быть. В общем, это не только как бы для частного использования, я так поняла. Красивые напольные вазы. Горшочки 133 евро. Это, наверное, чтобы и город украсить, в общем, по-разному. В общем и целом поняли меня, но сейчас самая главная красота здесь, конечно, вот эта рождественская часть. Потом к весне будет следующая коллекция. Ой, с золотыми птичками, какие вазы. Большие по 80 евро, а маленькие по 67. Это вот 125 евро. Очень тяжелая такая керамика написана. Вот. Свечи. Гигантские свечи. По 30 евро свечечка. Сколько не вижу. Здесь что-то сделано из коры. 31 евро. Так. В общем, думаю, вы впечатлились. Меня впечатлило количество людей. Удивило очень. Полная стоянка забита. Ах, мы с вами не были еще в этой стороне серебра. Серебра, золото. 14 евро. Какие, боже. Как здесь все сверкает. Просто нереально, конечно, елочки. Здесь очень симпатичные корзинки. Такие вот, в смысле, магазины. Просто корзинка плетеная. Евро по 8, по 11. Они совершенно невесомые. Какие тут внутри что-то есть. 8,30. Снежок. Здесь такие матовые. С сушеными травами по 8 евро. Травки настоящие, наверное. Деревца вот здесь можно такие купить. Светящиеся тоже для красоты. А давайте голову вверх поднимем, это же что-то вообще. Это ж как надо вот так оформить. Елка в Нигулисте выполнена при помощи вот этого бренда. Елка на Ноблеснере тоже, по-моему. А вот на Ратушной не знаю, с помощью шиши или нет. Крутящаяся елка. В Прото, как каждый год, традиционно уже есть крутящиеся елки. Мы с вами ходили как-то смотреть на них. Заявлено было, что их 33, они там все крутятся. Вот, так вот здесь меня поразило гораздо больше вся эта красота, нежели когда мы ходили с вами смотреть отдельно взятые эти елки. Здесь все белое такое, смотрите, как красиво. Не знаю насчет купить, но полюбоваться здесь точно стоит. Это все сделано из соломы. Ну, это же сказка, просто сказка. Покупают люди, вы знаете, покупают. А там
это все в золоте. Давайте посмотрим туда, еще зайдем в эту часть. Он довольно магазин большой. Ну, посмотрите, что здесь происходит. Так что, если вам нужна рождественская сказка, смело идите в магазин, в этот магазин. Само здание все сверкает, внутри все крутится и сверкает, крутится и кружится, и все это можно купить. Невероятно красоты. 186 евро вот такие вазы. Ой, там какие-то хорошенькие зайчики. Ой, здесь что-то такое очень-очень красивое, нежное. За 12 евро вот такая бабочка. Тортики всякие по 20 евро есть, и по 15 есть. Ну, вот вдруг у вас своя кондитерская, и вам надо как-то к Новому году, к Рождеству это все украсить. Поставили елку и купили вот здесь тематически, чем занимаетесь. Там игрушечными мишками. В кондитерской там, допустим, тортики понавесить. Или в цветовой гамме просто отдельно по цвету. У них есть еще лестница на 2-й этаж, но я не знаю, есть ли там магазин. Ну как вам, что скажете? Пишите комментарии, давайте обсудим цены и вообще красоту. Это, знаете, место аттракциона в городе. Получше любого мероприятия здесь. Красивее и ярче, и красочнее. Ну, а теперь про тот самый лайфхак, видео, которое я обещала в самом начале. Здесь все довольно дорого, как вы поняли, да? Очень красиво, дорого, хотя можно найти вещи, в общем-то, и не сильно дорогие. Но если выйти из дверей главного вот этого магазина и пройти совсем немного, сейчас скажу, куда покажу, то вы, значит, куда? Направо, налево? Налево зайти, пройти совершенно немножко, то вы знаете, куда попадаете? А сейчас узнаете. Налево, налево. Чуть-чуть проходим вперед. Вот здесь. И вот здесь подарочку проходите, ну буквально несколько шагов. И вы попадаете в этот же магазин Шиши Аутлет. И здесь все эти игрушки, они дешевле. Вот Шиши Аутлет. И мы с вами сюда. Да, здесь не все так грандиозно, сверкает, но 2,76, 3,18. Лисичка. Цены кусаются, но не так сильно. Да. Но как-то и блестят они меньше. Это, может быть, какие-то прошлогодние у них эти, или бракованные, или что. Почему? 6,45 вместо 13. Здесь минус 50%. Ой, какой настоящий птиц. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Настоящий птиц. Вот такие минус 50%. Птичка похожа на зяблика. Была 11 евро, стала 5. Была 9 евро, стала 4,50. Вот это вот, например. Красиво, крупная такая, с ладонь.
И здесь очень много тоже красивого, и тоже по цветам, и тоже по всему. А елочки. И здесь все дешевле. По 3 евро, по 2 евро. Все сразу. А игрушки-то те же. Те же. Может быть, конечно, какие-то коллекции прошлые, но если это вам важно. Коллекция этого года или прошлого года. На этой стене все евро 50. Это уже подконкурирует любой, даже самый дешевый магазин. Евро 50 и весьма красивые вещи. На этом стенде все по 3. По 3 евро. А вот сейчас это актуально как никогда. Здесь, на этом стенде, все по 2 евро. И бархатные вон красивые. Хотел сказать с начинкой. А нет, это не с начинкой. 45 евро. Это прям целая коробка, что ли. В общем, здесь можно покопаться. А здесь все по 50 центов. Здесь все по евро. Тут по евро 50. Слушайте, это, по-моему, очень хорошая находка. Здесь все по 3 на стенде. Звезды всякие вот здесь. Недорогие. В общем, это целый склад. Здесь можно ходить, гулять и покупать. Все минус 50%. Вот этот шар перед вами был почти 5 евро, стал 2,28. Был 7, стал 3,50. Вполне бюджетно можно украсить свою елку брендом Шиши. Качество и бренд остается, ничего же не изменилось. 2 евро. Все минус 50 здесь. И венки также, украшения. Все здесь есть. Очень даже интересные вещи. Это вот, например, натуральный шишек из желудей здесь или чего сделано. Евро 68. А была 7 евро. Так что экономия на лицо. На этом стенде 4,50 по 5. Магазин большой. Склад вот этот уцененный. Очень хороший вариант. И людей здесь также много, как и в том магазине. Даже, кстати, вот это вот из шишек сделанное тоже здесь есть. Шишки были по 10, почти 11 евро. Большие, крупные, больше моей ладони. Стали 5. Ой, а здесь какое все в золоте. И тоже все минус 50%. Было 6, по-моему, стало 3. Веночки, все. Ну, в общем, вы меня поняли. И это касается, я думаю, не только, наверное, новогодних украшений, наверное, вазы. Все вот это тоже у них в оцененном здесь есть. Людей очень много. Тоже была 184 вазочка, стала 92 вот это вот. Это, наверное, может быть даже для холла в гостинице, знаете, куда-нибудь. Я все хожу, думаю, куда это вот все в таких размерах. И это, наверное, гостиницы. Даже, кстати, вот это дерево тоже продается. Отели, наверное, тоже. Театры, церкви все берут это вот отсюда, с этого бренда, и украшают. Ой, какая елка хорошая. Прям она вот натурально выглядит. Но не пахнет. И уже вся в лампочках вроде. И тоже, наверное, со скидкой. И тоже от фирмы, от этого бренда. Здесь еще целый ряд всяких шаров. Вон какие гигантские. Это уже, наверное, на Ратушную площадь такие. Ага, ну и здесь еще немножко, да, прозрачный. Прозрачный был 15 евро, стал 7. Вот так вот.
Здесь все по 4. Смотрите, какие они огромные. Здесь на стенде все по 4. Какие они огромные. Ох, и шишки. Все... Да, для масштаба моя рука. Намного больше ладони. Муж выбрал шарик на Новый год на елочку. Возьмем шарик на Новый год. Знаешь, сколько стоит? Сколько? 20 евро шарик. Вот, наверное, такие и висят на Ратушной площади на елке. Раньше у Ноблеснера вот на елке висели красные такие. Вот это шарики. И их здесь много таких шариков. Вон еще зеленые. Огромные. Тут и там. И веночки. И, кстати, вот про тортики, да, насчет этой тематики тоже. И там они по 7 евро, здесь они по 3,50. Минус 50%. Типа такой керамический, что ли, знаешь, похож. А это прям государственные, смотрите, как будто герб с той стороны. И вот, вот этот вот. Какие необычные, Мягкий, да. вообще Мягкие, да? Да, мягкий. Очень Да, необычно. Мы как-то не привыкли, чтобы Да. у нас такие... Потому что это может быть для Матовые. теннисного корта, Это там матовые, на спорте где-то, вот, я не знаю, на футболе. Не, ну, просто Елку мы привыкли, украсить. что они все даже Да, 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 блестящие. потому что разные тематики можно сделать. Сыски-то. Шишки какие. Ну, смотрите, какие. так он это называется. Сыски. Нет, магазин, сказали, называется так потому, что это очень красиво А я звучит. понял, что слово сыски. Это кто Шени выговаривает. Вот на этой ноте такой оптимистичной, что все-таки можно и подешевле все это найти. А вроде и бренд, а подешевле и очень, знаете, красиво. Покопаться только нужно. А я с вами отсюда прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ах, если бы мы ставили елку в этом году, я бы обязательно здесь что-нибудь да прикупила. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Хороших вам скидок, удачных покупок. Купить что-нибудь хорошего, красивого, качественного, но недорогого. Все, пока-пока.